Всем привет! Я Катя. Мы с Джилусой мечтали жить в частном доме с самого начала наших отношений. Но чтобы было так, чтобы участок был недалеко от города, с хорошей инфраструктурой и чтобы не было высотных жилых комплексов. И к нашей удаче нам пригодился участок у речки недалеко от города. Почему мы купили именно этот участок? Лично меня привлекло то, что участок был большой и разделен на несколько зон. Например, теперь у нас есть небольшой участок леса, есть место, где не дует ветер, и есть место, где бушует погода во всей красе. У нас есть также маленький пляжик с песочком, где можно летом спокойненько так почилить, не толпясь в другом месте, а зимой можно сделать там каток. А мужу понравилось то, что там есть много построек. Участок находится недалеко от города, летом можно поплавать у речки, а также место находится недалеко от его работы. На участке было два старых здания, где можно было жить летом. Есть летняя кухня, баня, 3 теплицы, много грядок, холодный гараж. Разнообразие кустарников начиная от малины до ревеня, разнообразие деревьев от яблони до черемухи. В целом, земля плодовитая. За все эти годы проросло очень много овощей без никаких капризов. Как все было? Купили мы участок в 2019 году за 3 лимона через Сбербанк по программе «Загородная недвижимость» под 10,9% в ипотеку. Мы не могли участвовать в программах с низким процентом, например, ДВИ или же господдержка для семей с детьми, потому что этот участок не был ИЖС. Первоначальный взнос был 750 тысяч. Мы люди работящие, и за все время наших отношений мы накопили достаточную сумму. Также нам добавили наши родители и моя тетя. Участок всем понравился, и не было такого человека, кому не понравилось там находиться. Как выкупить участок? Несомненно, нам хотелось побыстрее построить наш будущий дом, но мы решили отдохнуть и перенести это дело на следующий год. Наступил 2020 год, мы переоформили наш участок под ИЖС и начали разбирать старый дом, который не состоял в учете в реестре, чтобы построить в нем наш новый домик. В конце лета после сноса дома мы снова подали заявку в Сбербанк на получение ипотеки, но уже под ДВИ. И нам его одобрили. К моему стыду, я тогда не знала, что нельзя получить ипотеку на постройку дома, если у тебя и так участок находится под обременением банка. То есть участок уже должен быть выкуплен у банка, и он же должен выступать в качестве страховки для нашей новой ипотеки под постройки дома. Мы долго ломали голову, как поступить. Либо накопить деньги и построить маленький домик и в будущем его пристраивать, либо взять потребительский кредит, что было бы очень глупо, и мы бы завязли просто в долги и жили от зарплаты до зарплаты. В общем, нервотрепки было очень много, и путем нескольких моих вычислений мы начали отчаянно гасить нашу ипотеку. Мы закрывали нашу ипотеку большими суммами. Большая часть наших зарплат уходила на погашение ипотеки. Также мы бросили наше накопление на погашение. Потом мы взяли небольшой потребительский кредит и просто нафиг закрыли эту ипотеку. Получается, мы погасили нашу ипотеку в прошлом году, в 2021 году, в начале лета. И начали просто отдыхать и закрывать наш маленький потребительский кредит. Итак, сегодня 29 июля, мы едем погашать нашу ипотеку. Прошло 5 минут, как мы погасили ипотеку. Где-то годик мы закрывали наш потребительский кредит, и в начале этого года, весной, мы подали заявку на ипотеку ДВИ, и нам снова одобрили ипотеку. Сейчас находимся в МФЦ, чтобы зарегистрировать нашу сделку с банком. И сейчас мы с облегчением строим дом нашей мечты, который мы так давно хотели.
В следующем видео я подготовила вам новости о нашем доме, как мы его строили, про панику получения нашей второй ипотеки, как все события повлияли на наше решение, про завышение цен на строительные материалы, а также их стремительное понижение. Итак, всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было кому-нибудь полезным. Всем пока!